Телеканал «Якутия-24» в прямом эфире. Это программа «Итоги дня». В студии Влад Давыдов. Здравствуйте, смотрите далее. Дороги ждут перемен. Какие улицы Якутска будут приведены в порядок? Какую работу ведут, а какая предстоит? Отопления нет и горячей воды в Алданском районе. Сезонная проблема. Как это решает население? Общереспубликанский день приема граждан. В Нерюнгринском районе жители смогли задать волнующие вопросы специалистам разных сфер и отраслей. Изменения с 1 июня. Появились новые правила переоборудования автомобилей. Что теперь нельзя делать и на какой период? Первый в республике. В Мирном открыли трудовой лагерь для детей с ограниченными возможностями здоровья. Чем заняты ребята? 2 миллиона призовых. Майтона проводит в Якутии конкурс для художников графики. Как выявляют лучших? Президент России Владимир Путин потребовал искоренить такое явление, как обманутые дольщики. По его словам, отвечать за проблемы при строительстве должны не граждане, а финансовые организации, застройщики и государство. При этом, как отметил президент, важно не нанести вреда строительной отрасли. Минстрой России, в свою очередь, заявил, что в конце июня планируется утвердить законопроект, который позволит создавать некоммерческие фонды для завершения строительства проблемных домов. Нам нужно сделать все, что от нас зависит, для того, чтобы в ближайшее время, в ближайшие несколько лет, пару лет, чтобы мы избавились от такого позорного словосочетания и явления, как обманутый дольщик. Нужно переложить риски с плеч граждан на плечи финансовых организаций, на застройщиков и на государство. Но сделать это нужно необременительным для отрасли способом, с тем, чтобы, как мы с вами многократно говорили, не нанести ущерба объемам жилищного и другого строительства. Для распоряжения материнским капиталом на строительство дома нужно будет предоставлять уведомление взамен разрешения на строительство. Соответствующее постановление подготовил Минтруд России. Корректировка связана с изменением градостроительного кодекса. Ранее лицу, получившему государственный сертификат на мат-капитал, одновременно с заявлением о распоряжении средствами необходимо было представить копию разрешения на строительство. Кроме этого, постановление приводит в соответствие перечень организаций, на погашение займов которых могут быть направлены средства материнского капитала. К другим новостям. Участок федеральной трассы Лена ремонтируют с применением технологии холодного ресайклинга, то есть используют вторичный асфальтобетон в качестве основания с добавлением комплексного вяжущего цемента и битумной эмульсии. Эта технология признана одной из самых экологичных при восстановлении дорожного покрытия. Время проведения ремонтных работ значительно сокращается, а несущая способность покрытия, в том числе для проезда крупногабаритного транспорта, значительно увеличивается. При проведении работ задействовано более 20 единиц дорожной техники и 70 человек. В целом в этом году запланирован ремонт асфальтового покрытия общей протяженностью 110 километров, из которых 43 километра отремонтируют капитально. Внести изменения в конструкции автомобилей по закону временно невозможно. Это касается только тех случаев, когда переоборудование произошло после 1 июня. С этого месяца вступило в силу постановление правительства страны, согласно которому проводить техэкспертизы могут только аккредитованные лаборатории. В теме разбиралась Саргалана Захарова. Новые правила переоборудования автомобилей ввели российских водителей в ступор. Предварительную экспертизу изменений теперь могут проводить только аккредитованные организации, которых в целой стране пока нет. А справка – обязательная часть пакета документов, которые предоставляют в ГИБДД, чтобы узаконить новшество машины. Пока нету смысла получать заключение лабораторий, потому что, во-первых, они могут быть не сертифицированы. И хорошо, если окажется порядочный владелец лаборатории и вернет вам денежные средства. Ну, может быть и наоборот. Скажут: извините, мы работу свою сделали, дальше ваши проблемы. Столкнулась с проблемой и автоледи Екатерина Кузьмина. Планировала перевести машину на газовое оборудование, но теперь от идеи придется отказаться. Я на предыдущей машине ездила, и
Там было газовое оборудование. Это экономия денежных средств, получается, моего бюджета. Я хотела бы поставить газовое оборудование. Ну и хотелось бы, чтобы это как-то было легально. А легально, пока не открылись аккредитованные центры, установить не получится. Поэтому инспекторы настоятельно просят повременить с изменениями. Иначе придется раскошелиться за незаконное переоборудование на 500 рублей. И это еще не все. Если в течение 10 дней не оформить весь тюнинг, то можно лишиться уже не только более внушительной суммы денег, но и регистрации транспорта. Не касаются нормы тех автолюбителей, которые успели получить нужные справки до 1 июня. Те материалы, которые были до 1 июня нами получены и выданы гражданам, и дано разрешение, они уже, то есть, к нам обращались и прошли, скажем так, первый этап проверку, то, конечно же, мы их будем дорабатывать. Когда появятся центры и лаборатории, пока неизвестно. Более того, не прописаны еще требования для их аккредитации. Но уладить этот вопрос обещают. Процедура станет даже легче, чем была раньше. Заявки можно будет подавать через госуслуги, а подходить в ГИБДД просто с пакетом документов. Саргалана Захарова, Семен Семенов, Якутск. Ну а какие дороги и улицы Якутска будут приведены в порядок этим летом? О ведущейся и предстоящей работе в репортаже Дениса Тишина. Якутск по-прежнему остается в списке российских городов с плохими дорогами. Некоторые из них и вовсе похожи на направление, ведь благоустройства они не видели десятилетиями. Улицу Жарницкого смело можно назвать одной из самых убитых в Якутске. Здесь напрочь отсутствуют тротуары, а дорога представляет из себя сплошную полосу препятствий. И если в сухую погоду здесь еще как-то можно пройти и проехать, то после дождя сделать это становится невероятно трудно. Пешеходы и водители в один голос ругают городские дороги. Дороги ужасные. Куда деваются народные деньги налогоплательщиков? Кладут асфальт, но это ничего не меняет, они также и проваливаются. В рейтинге убитых дорог из года в год фигурируют улицы Жарницкого, Чайковского, Петра Алексеева, Хатын-Юрьяхское и окружное шоссе. Их будут приводить в порядок в первую очередь. На улице Чайковского уже положили новый асфальт и делают тротуары. А вот капитальный ремонт окружного шоссе запланирован на следующий год. Пока рабочие ставят заплатки на дорожное полотно на самых разбитых участках. Однако плохие дороги и тротуары расположены не только на окраине города, но и в центральной части столицы. А это уже главная улица Якутска, проспект Ленина. Неподалеку расположена Республиканская прокуратура и Институт горного дела. Здесь та же самая безрадостная картина. Повсюду грязь, пыль и разбитый асфальт. В управлении дорог города Якутска нам сообщили, капитальный ремонт проспекта Ленина на всем его протяжении от улицы Хабарова до улицы Красноярова начнется не раньше 2021-2022 года. Эти сроки определены по результатам народного голосования. Будет заменено дорожное покрытие, элементы водоотведения. Ну и, соответственно, будем приводить в соответствие составляющую такую наружную. Это столбы освещения, светофорные объекты, дорожные знаки и тротуары по проспекту Ленина. Ну и, соответственно, будут приведены в соответствие автобусные остановки. У нас автобусные остановки, по крайней мере, вот в настоящее время расположены так неправильно. На состояние городских дорог влияют многие факторы. Мерзлота, плохое обслуживание, а также несвоевременный и некачественный ремонт. Но именно от того, какими будут столичные магистрали, разбитыми или ровными, зависит не только облик Якутска, но и его будущее. Денис Тишин, Павел Пахомов и Георгий Григорьев, Якутск. В Алданском районе завершился отопительный сезон. Это значит и то, что прекращена подача горячей воды. Как решают эту проблему алданцы? Сюжет Татьяны Вахниной. В Алданском районе стартовал сезон кастрюлек и чайников. С 1 июня была прекращена подача горячей воды. По словам потребителей, в зимний период на стабильность тепловодоснабжения жаловаться не приходилось. В квартирах было тепло, имевшие место аварии и порывы устранялись в рабочем порядке. Летом о благодушном настроении большинства алданцев говорить не приходится. Жители нескольких крупных микрорайонов давно мечтают о горячей воде, но пока мечты не сбываются. В домах тех микрорайонов, где система подачи пятитрубная, летом горячая вода есть. Жителям секторов, где проходит трехтрубка, о ваннах и душе до сентября можно забыть. Это очень плохо. Горячая вода должна быть всегда.
особенно в летнее время, когда начинаются строительства, огороды и тому подобное. Не то, что плохо, это ужасно. Не помыться, ничего. С утра встанешь, лицо помыть невозможно. Понимаете, руки заходятся от воды. Заходятся действительно как лед. Из положения люди выходят кто как может. Одни устанавливают водонагреватели, другие кипятят воду в кастрюлях. Пока бойлер спасает только. Многие говорят, что бойлеры они небезопасны, что они взрываются. Как? Не слышал об этом. Не боитесь вообще? Ну, пока не слышал, вот вы меня сейчас как-то насторожили. Водонагреватели. Не боитесь водонагревателя? Ну, поставил всевозможные защиты. Титанчик стоит, водичку греем, попить. И все. А так еще как? Если бы электричество было хотя бы маленько подешевле. В начале июня, когда температура воздуха сравнительно невысока, а солнечное тепло сменяется холодными дождями, жильцы благоустроенных квартир не могут обойтись и без обогревателей. Да и теплая одежда приходится кстати. А владельцы неблагоустроенных домов констатируют, как хорошо, когда есть печка. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Александр Лукин, Алдан. Сейчас короткая пауза. Вернемся ровно через 1 минуту. Смотрите далее во второй части. В Общереспубликанский день приема граждан в Нирингринском районе жители смогли задать свои волнующие вопросы специалистам разных сфер. Первый в республике. В Мирном открыли трудовой лагерь для детей с ограниченными возможностями. Чем заняты сейчас ребята? 2 миллиона рублей призовых. Майтона проводит в Якутии конкурс для художников цифровой графики. Как выявляют лучших? Якутия-24, программа «Итоги дня». Продолжаем выпуск. Сегодня стартовал Петербургский международный экономический форум. ПМФ проходит уже в 23-й раз. Это главная переговорная площадка в стране, которая объединяет ведущих мировых политиков и бизнесменов. На берегах Невы обсуждают ключевые проблемы России и мира, ищут партнеров и инвесторов. На месте Максим Кардозу, наш корреспондент. Что интересного удалось узнать в первый день форума? Максим, тебе слово. Да, приветствую, Влад. Сегодня стартовал действительно Петербургский экономический форум, но основное открытие будет только завтра, а сегодняшний день его еще называют нулевым. Он посвящен малому и среднему предпринимательству. С самого утра здесь, на площадке Эксфо-форума в Питере, идут различные конференции, сессии, деловая программа. Например, люди прямо из аэропорта приезжают сюда же на шаттлах. Мы проделали с утра такой же путь, чтобы поучаствовать в деловой программе. Также сегодня открылась выставка регионов, и Якутия представлена на стенде инновационных регионов. Туда собрали те субъекты Российской Федерации, в которых используется максимальное количество современных технологий. И, конечно же, это очень приятно, что среди них оказалась и наша республика. Влад? Максим, если подробнее остановиться на участии наших, то какая намечена у якутской делегации рабочая программа? Да, Влад, программа у нашей делегации очень обширная. Завтра, послезавтра намечено огромное количество встреч, подписаний. Я точно знаю, что у главы Якутии Айсена Николаева будут встречи с представителями крупнейших банков нашей страны. Также будет встреча с послом Индии, с представителями Росгеологии, Роскосмоса. О каких-то подробностях говорить еще рано. О них мы будем узнавать уже по ходу дела. И, конечно же, все самое интересное вам расскажем. Хочется еще отметить, что еще до начала форума организаторы объявили о рекордах. Зарегистрировалось 20 тысяч участников. В прошлом году, например, их было 17 тысяч. И, наверное, главные гости сегодня в Петербурге – это китайцы. Больше 1000 человек приехали из Поднебесной. Это политики, бизнесмены. Возглавляет эту большую представительную делегацию председатель КНР Си Цзиньпинь. В прошлом году он приезжал во Владивосток на экономический форум. Сейчас в Петербург. И уже можно говорить, конечно же, что это
показатель большой дружбы между нашими странами. И по итогам некоторые эксперты говорят, что можно ждать каких-то заявлений и мегапроектов между нашими странами. И еще один такой нюанс, что в Петербурге очень ждали гостей с Поднебесной. Многие вывески и баннеры продублированы не только на русском и английском, но и на китайском языке. Также в конце я хотела уточнить и сказать, что форум — это не только заседания и встречи, также здесь большая культурная программа, спортивная. Например, завтра в 7 утра намечен старт благотворительного забега. А закончится завтрашний вечер уже концертом Земфиры, так что участникам этого форума не приходится скучать. Влад? Спасибо, Максим. Я напомню, что работу Петербургского международного экономического форума освещает наш корреспондент Максим Кардозу. Переходим к другим темам. Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил новую госпрограмму комплексного развития сельских территорий на период до 2025 года. Задача – приблизить уровень их жизни к городскому, решить проблемы доступности медицинской помощи, социального обеспечения, образования. Также будут приниматься меры для поддержки занятости и развития инфраструктуры. Медведев поручил увязать госпрограмму с нацпроектами, чтобы все заработало быстрее. Разработаны два варианта российских электронных паспортов – пластиковая карта с чипом и без чипа. С чипом обойдутся бюджету на 144 миллиарда рублей дороже, но они более безопасны и многофункциональны. В таком документе будут отпечатки пальцев владельца, а также электронная подпись. Планируется, что документ будут выдавать сроком на 10 лет. А для использования паспорта без чипа разработчики планируют создать специальное мобильное приложение. Россияне должны обзавестись цифровым профилем в 2023 году, а электронными паспортами в 2024 году. В Нерюнгринском районе прошел традиционный общереспубликанский день приема граждан. В муниципалитетах граждане смогли свободно зайти на прием к специалистам различных сфер и задать свои интересующие и волнующие вопросы, рассказывает Тамара Игнатьева. Жители Нерюнгринского района из столицы Южной Якутии уже не первый год наиболее активны в общереспубликанский день приема граждан. В районной администрации специалисты различных профилей в очередной раз открыто и развернуто дали ответы на заданные вопросы. А вопросов у жителей поселения района традиционно масса. Могу я как-то, я же стою на очереди, получить какое-то жилье, потому что я сомневаюсь, что эту зиму я переживу там. Кроме вопросов с выделением жилья, социального обеспечения, главе района были вопросы и сугубо личного характера. Я поступил учиться, чтобы был инструмент. Вот я попросить хочу инструмент, саксофон, чтобы помог. Чем сможет он. Что касается города Нерюнгри, так в столице Южной Якутии активность жителей всегда зашкаливает. В большинстве горожан, конечно же, волнует жилищный вопрос. У каждого при этом своя отдельная ситуация. У предпринимателя Антона Евтушенко в планах строительства автомойки. Главе города он обратился с вопросом о выделении земельного участка и возможности его межевания. Мне ответили утвердительно. Леонид Николаевич в составе комиссии, я так понимаю, дал добро. Он сказал, что если архитектура не будет против, то он даст возможность размежевать этот участок. Как и я, он считает, что строительство таких участков позволит развивать город. Город получит несколько рабочих мест и объект инфраструктуры. Я рад, что все решилось положительно. Общереспубликанский прием граждан – это именно один из тех дней, когда у населения есть возможность получить обратную связь от представителей власти различных уровней. И чем чаще жители будут проявлять здоровую инициативу и стремиться к конструктивному диалогу, тем меньше останется неразрешенных вопросов. Тамара Игнатьева, Вадим Барашков, Нерюнгри. Конкурс художников графики с призовым фондом в 2 миллиона рублей в Якутии продолжается. Организатором выступила региональная известная компания «Майтона». Как будут выявлять лучших художников цифровой графики, в материале Саргаланы Федоровой. Как выглядела бы Якутия, будь она компьютерной игрой? Чтобы ответить на этот вопрос, участникам конкурса нужно взять за основу реальные географические особенности республики и представить их в форме захватывающей компьютерной игры. Затем создать увлекательную среду, придумать историю и интересных персонажей. Вместо холста у художника интерфейс компьютерной программы, а вместо кисти в руке – стилус. Для создания цифрового произведения от художника требуется отличное владение
владение компьютерными технологиями, практика и, конечно же, фантазия и безграничное воображение. Свое мастерство художники заявят в номинациях 2D и 3D. В прошлом году данный конкурс помог начинающему художнику Егору Семенову попасть в эту компанию. С тех пор он с головой окунулся в цифровой мир. Работы участников будут оценивать опытные специалисты компании. Главные критерии – целостность композиции, креативность, техническое исполнение. Такие интересные задумки, у каждого свой стиль, у каждого художника. Но это очень интересно наблюдать. Плюс то, как они слили с якутской культурой и так далее. Каждый по-своему. В этом году конкурс проводится в 3-й раз. Количество и качество работ выросли значительно, но все же есть над чем поработать. В принципе, работы неплохие. 3D сложная профессия, поэтому она не особо развита вообще в Якутске. Где-то надо учиться за рубежом, либо учиться вообще самому, как-то быть самоучкой. Принять участие в конкурсе могут как профессионалы, так и любители цифровой графики. Свой талант могут раскрыть и дети с 6 лет. Работы будут принимать до 17 июня текущего года, а итоги подведут 19 числа этого месяца. Переход в цифру – это будет качественный скачок для них. То есть они откроют, двери мира откроются вообще все перед ними. И они смогут работать, будучи даже дома, при наличии компьютера, планшета, интернета, они могут работать удаленно в крупнейших компаниях по всему миру. Сегодня цифровая графика находится в непрерывном поиске новых форм и инструментов. А подобные конкурсы помогают раскрывать и осваивать новые грани этого современного искусства. Саргалана Федорова, Георгий Григорьев, Якутск. В Мирном открыли первый в республике трудовой лагерь для детей с ограниченными возможностями здоровья. Таким образом, воспитанники коррекционной школы-интерната в возрасте от 14 до 18 лет с сегодняшнего дня приступили к трудовой деятельности. Подробнее Марфирина Алексеева. Новость о наборе работников в летний трудовой лагерь радостно взволновала старшеклассников. Каждый давно мечтал заработать свои деньги. Вообще мне идея понравилась. Как только сказали, что будет трудовой лагерь, я тут же первую руку поднял, тоже самые первые документы все собрал и все. Я давно хотела заработать сам денег, не у папы просить. Планирую купить ноутбук, как закончу работать. Восторг их был колоссальный. Все они, естественно, телефоны, планшеты, кто что задумал, потому что у нас все наши дети находятся почти все в социально опасном положении. Хотят работать, хотят получать деньги, хотят быть такими же, как все. И поэтому не только работа у них будет, но и много развлекательной программы. График трудовых будней занимательный. День начинается с 9 часов утра и заканчивается в 14:30. Двухразовое питание, походы в бассейн и развлекательные заведения. На работу выделяется 2 часа. Это облагораживание и озеленение территорий, помощь в зоопарке и подготовки к ИСЭХу. Все работы как интереснейшие проекты. Их имена будут стоять на деревьях, которые мы будем садить вот здесь, на этой площадке. Есть безымянный памятник «Серп, молот и звезда». Мы пообщались с архитекторами нашего города, которые дали нам добро облагородить территорию, покрасить его. И сделать там официальное закрытие. За 20 рабочих дней зарплата составит 23 тысячи рублей. Узнав сумму заработка, ребята не скрывали восторга, а лишь хотели поскорее приступить трудиться. Это 2 часа работы в день, остальное отдых, бассейн, музей, культурный отдых и в то же время работа. Если будешь хорошо работать, не отлынивать, то вообще, по идее, планируется больше 23 тысяч. В интернате также есть воспитанники старше 18 лет. Они тоже изъявили желание работать. Сотрудники интерната и районной администрации помогли устроить ребят в управление жилищно-коммунальных услуг. Некоторые воспитанники по окончании трудового лагеря также последуют примеру старших. Наших детей не принимают на работу большинство. И именно эта программа, я надеюсь, что поможет нашим детям в дальнейшем в жизни устроиться в различные отрасли, потому что они много чего умеют. Они обучаемы, они желают это делать. Открытие этого уникального лагеря стало возможным благодаря муниципальной программе «Доброжелательный к детям», в рамках которой район выделил более 600 тысяч рублей. Сотрудники и воспитанники школы надеются, что с этого года трудовой лагерь станет традиционным. Марфирина Алексеева, Артем Алексеев, Мирный.
А в Ленске дети выбрали для себя довольно необычный досуг. Они обучаются звонарному делу. Как проходит познание колокольных мелодий в сюжете Сергея Евсюкова. Это очередное занятие детей из кружка «Звонарики» при Ленском храме святителя Иннокентия Московского. Какие типы колоколов бывают, в каких ритмах используют те или иные, как строить мелодию и осуществлять перебор. Всему, что связано со звонарным делом, воспитанников обучает Сергей Ильченко. Ну и также изучаем историю колокольной звонотеории, виды звонов, просматриваем традиции разных звонов, пробуем, соединяем. Каждый ребенок пробует создать свой рисунок. Есть свой рисунок, нотная грамота и для колоколов. Оказывается, звон – это не просто набор и порядок определенных движений. Нотный стан для церковных колоколов чем-то напоминает традиционный классический, со скрипичным ключом. Однако есть различия. Как правило, здесь отображается так называемый трезвон. Нижняя строка идет для благовеста, самого большого колокола церкви, и две верхние строки для малых подзвонных и самых малых так называемых зазвонных колоколов. Активное участие в обучении школьников звонарному делу принимают и священники храма. Отец Дионисий знакомит звонариков с историей создания и применения колоколов, их приходом на Русь и значением в жизни паствы и мирян. Опыт у человека богатый, так как церковнослужитель сам уже более 20 лет занимается этим искусством и с улыбкой вспоминает первые пробы. Мне было 16 лет, сам первый раз в колокольню залез. Конечно, дергали как только мог. Наверное, думали, это нормально, правильно. А когда уже Преображенский храм уже осветили при владыке Германе возле ЗАГСа нового, где вот приехал профессиональный звонарь, настроил все, собрал нас ребят, посмотрел и сделал нас, оказывается, мы неправильно все это время звонили. Теория теорией, но самое интересное занятие для детей – это практика. Взобравшись на звонницу высотой с 5-этажный дом, звонарики воплощают полученные знания в реальность. Настоящий трезвон. Не все дается просто. Специальный хват, перелив, перебор требует, конечно, навыков. Наиболее сложно это играть зазвонными колоколами, потому что сложнее всего одновременно удерживать все колокола в определенной точке. И существует определенный звонарский хват. Но есть и другие трудности. Звонарное дело, пожалуй, одно из немногих музыкальных искусств, где требуется одновременно игра руками и ногами. Мне всегда тяжело. Я, еще не привыкшая к этому, конечно, но я начинаю потихоньку звонить. Но на самом деле всегда всем тяжело играть на колоколах. Сейчас у девочек получается многое. Второй год занятий дает плоды, и некоторым воспитанницам уже позволяет звонить в определенные дни богослужений. Так что искусство не только сохраняется, но и передается из поколения в поколение. Сергей Евсюков, Виталий Андреев, Ленск. Таковы итоги дня сегодня. Оставайтесь на Якутии 24, будьте всегда в курсе.